В завершении выпуска к новостям спорта. В Якутске стартовал республиканский турнир по пулевой стрельбе среди людей с инвалидностью. В соревнованиях участвуют несколько десятков спортсменов. Среди них как новички, так и ветераны. Продолжит тему Александр Лысак. Сергей Галинский занимается пулевой стрельбой более 20 лет. В Якутске он является одним из ветеранов спорта. Несмотря на инвалидность, у Сергея нарушение слуха, он успел поучаствовать в различных всероссийских соревнованиях. На турнире в Якутске Сергей носит значок с фотографией сына. Для нашего героя это талисман на удачу. Чтобы выиграть, нормально. Требуйте молодые ребята, девочки и мальчики, чтобы... Сейчас они стреляют очень неплохо. Чемпионы России есть, и есть и Европа. В республиканском турнире по пулевой стрельбе принимают участие не только люди с нарушением слуха, но и проблемами опорно-двигательного аппарата. Почти 50 человек из 8 районов Якутии решили проверить себя на меткость. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья другие нормативы. Они гораздо ниже, чем на соревнованиях, где нет участников с инвалидностью. А в оружии особых отличий нет. Спортсменам с инвалидностью выдают пневматические пистолеты и винтовки, как и для обычных людей. Расстояние до мишени стандартное, олимпийские 10 метров. И человеку без подготовки попасть в цель практически невозможно. Турнир проходит всего во второй раз. У некоторых спортсменов уже есть собственная экипировка. Специальные куртки, стабилизаторы, дорогие винтовки. Это является показателем, что они готовы заниматься пулевой стрельбой профессионально. Триумфаторы республиканского турнира по пулевой стрельбе среди людей с инвалидностью получают возможность участвовать в чемпионате России. Но с оговоркой. Им необходимо выполнить соответствующий норматив. В каждом упражнении он разный. Этот норматив он позволяет ориентироваться на тот уровень стрельбы, который необходим для того, чтобы на чемпионате России претендовать на какие-нибудь призовые места. Ну, хотя бы на 3-е место. Или хотя бы для того, чтобы войти в финал. Первый день соревнований по пулевой стрельбе продлился до позднего вечера. По данным организаторов, награждение спортсменов с нарушением слуха состоится только в 9:30 вечера. Завтра в меткости будут соревноваться участники с поражением опорно-двигательного аппарата. Александр Лысак, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.